Самые глубокие пещеры в мире в Абхазии — это пещеры Крубера и Веревкина. Эти полости привлекают внимание ученых из разных стран. Несмотря на то, что многие пещеры были исследованы не раз, они все еще хранят немало тайн. Спелеологи продолжают изучение полости. Вот какие тайны хранят пещеры, что показывают последние исследования спелеологов. Об этом будем подробно говорить с руководителем экспедиции Российского союза спелеологов на Абзыбский хребет Сергеем Левашовым. Он с нами в студии. Приветствую. Рады вас видеть. Добрый день. Завершилась очередная экспедиция на Абзыбский хребет. Чем эта экспедиция отличается от тех, что были до этого? Ну, я хотел бы несколько слов сказать о проекте в целом. Он идет второй год. Был он начат год назад. 2 экспедиции уже прошли. Это 3-я уже экспедиция. И мы рассчитываем, что этот проект, начатый Российским союзом спелеологов, будет продолжаться еще много лет. Потому что пещер действительно в Абхазии очень много. Они постоянно прирастают новыми, какими-то неизвестными до сих пор объемами. И поэтому уникальность этого проекта, она в том, что собираются спелеологи со всей страны, не с одного какого-то города России, а со всей страны. Экспедиции большие, в них участвует много людей, и мы на Абзыбском хребте теперь можем исследовать те пещеры, которых не было уже людей 40-50 лет, с тех пор, как были большие такие экспедиции еще до 90-х годов. Последние исследования, например, к таким выводам приходят. Вот раньше самая глубокая пещера была пещера Веревкина, потом она уступила пещере Крубера. Вот попытка дойти до глубины этих пещер, она все-таки продолжается, и до конца тоже нельзя сказать, что... Дело в том, что когда люди в пещеры идут, это часто задают вопрос, что их мотивирует. У кого-то это спортивный интерес, испытать себя, почувствовать какие-то сильные эмоции или преодолеть какие-то отметки по глубине глубже, чем остальные. Вот. Но могу сказать, что исследовательские экспедиции, они нацелены, вот как наша, в первую очередь на поиск понимания того, как устроен подземный мир. Может быть, даже самая небольшая пещера окажется интересной, например, потому что в ней будут обнаружены какие-то наскальные рисунки или следы пребывания людей, которые никак не связаны с объемами этой пещеры, но интересные ученым, интересные жителям Абхазии, потому что это их история. Вот. Поэтому мы стремимся исследовать подземное пространство и в первую очередь понять, как устроены пещеры. А это уже в свою очередь дает информацию для очень многих, в том числе технических служб. Например, вот я рассказывал перед эфиром про Джирху, реку, на которой стоит ГЭС, и мы тоже продолжаем исследования там. По течению этой подземной реки вверх поднимаемся. Это село Джирхва или на Абзыбе вы имели в виду? Я имею в виду на Абзыбе речку Джирхва, которая втекает в Бзыбь, впадает в Бзыбь в районе Джирхва-ГЭС. Такое место известное. А почему это интересно вот слушателям нашим, да, некоторым непонятно, да, зачем вот эти исследования, насколько они полезны для обычных жителей или для, может быть, для властей, какую пользу они абхазским могут принести ваши исследования, чтобы это объяснить? Ну, я думаю, что тут в первую очередь нужно, конечно, признаться, что мы этим занимаемся в первую очередь для того, чтобы испытать самим какие-то сильные эмоции. Каждый человек стремится жить необычной жизнью, интересной жизнью, но те знания, которые нам удается получить, они, конечно, могут быть использованы. Например, как я уже сказал, без понимания, насколько будет постоянно течь вода из той же Джирхвы, невозможно спрогнозировать работу гидроэлектростанции. И можно вложить много денег, а потом окажется, что в какой-то момент вода оттуда просто не будет течь. Или изменит свое русло эта подземная река. Во-первых. Во-вторых, часто очень
бывает так, что находки спелеологов потом могут быть использованы в туристических целях. Конечно, мы часто сталкиваемся, и к нам подходят люди, говорят, найдите пещеру прямо вот, чтобы около моего дома была, и тогда будут туристы приезжать. Ну, так, конечно, часто. Это эффект про сферу туризма, да, как стимулирует развитие в том числе. других направлений. Вот меня впечатлила история, как житель села к вам обратился с просьбой помочь доисследовать пещеру. Да, уже сами люди, понимая, что пещеры — это визитная карточка Абхазии во многом, действительно, самые глубокие пещеры здесь находятся в мире, стремятся сами найти пещеры поблизости от своего дома и просят спелеологов эти пещеры дальше исследовать, потому что требуется снаряжение, опыт, чтобы глубоко туда проникнуть, в надежде, что этот объект станет потом привлекательным для туристов, они приедут, и особенно это важно для каких-то удаленных поселков, деревень, где во многом уже остались взрослые, только пожилые люди. И таким образом, может быть, жизнь в деревне начнет активнее двигаться. Интересно еще поговорить о том, кто и как следит за тем, чтобы какие-то экологические нормы не были нарушены. Потому что экосистема очень чувствительная, и некоторые пещеры, в них нога человека не ступала не только десятилетиями, но и в некоторые, которые впервые открываются миллионы лет. Ну вот как раз я попал к вам на эфир после встречи, которая у нас очень продуктивно прошла в Министерстве экологии. Именно с стороны Российского союза спелеологов мы предложили дальнейшее сотрудничество. Мы будем всю информацию, которую нам удается получить в виде отчетов, передавать в Министерство экологии, которое будет уже следить за тем, чтобы эти исследования были, во-первых, востребованы и полезны для Абхазии, чтобы не были нарушены какие-то экологические нормы, потому что бывает, информацию получают люди и потом стремятся попасть в эти пещеры, не имея должного опыта, и наносят вред. Разбирают на сувениры какие-то натечные образования или оставляют мусор. Даже не потому, что они так хотели, так воспитаны, а просто у них нет опыта проникновения, и они не знают, как можно очень легко нарушить экологическую обстановку в пещере. Это очень хрупкое очень равновесие. Но, с другой стороны, попасть в эти пещеры обычный человек тоже не может. Это труднодоступные места, куда на вертолете, это и дорого, и вряд ли обычный турист туда доберется. В горы, да, но в Абхазии много пещер прямо находятся в непосредственной близости от домов, от поселков, возле дорог, и поэтому туда попасть как раз можно. То есть, да, с этими пещерами, конечно, нужно быть более осторожными, и все-таки кто-то должен следить за тем, чтобы нормы соблюдались. А по поводу исследования, вы говорите, что в ходе ваших экспедиций неоднократно вы видели какие-то интересные объекты. Это и какие-то сооружения, которые представляют интерес для археологов уже, не для спелеологов, а для археологов. Пещеры вообще издавна служили убежищем для людей. Охотники использовали их в качестве хранения добычи или временных укрытий, когда в горах их заставала непогода. Когда мы ищем такие объекты, как пещеры, мы часто находим еще и следы древних цивилизаций, людей, которые жили на территории Абхазии. Ну, например, очень часто встречаем в горах, в труднодоступных местах, такие каменные стены, которые, на наш взгляд, построить можно только для того, чтобы они просуществовали так долго. Это столько усилий нужно. Люди тратили много времени и усилий для того, чтобы создать такие сооружения. Внутри них часто были находки каких-то артефактов, наконечники стрел, и так далее. Поэтому вот сейчас мы договорились, что мы не просто будем наблюдать, мы во время своих поисковых маршрутов будем фотографировать, будем отмечать на картах эти места
и эту информацию тоже Министерство экологии отдавать, потому что это наследие народа Абхазии. Вы перед интервью мы с вами успели еще пообщаться. Вы говорили о том, что ваши данные помогают в том числе и понять, как гидросистема устроена, и что иногда вырубка лесов, насколько вот экосистема, она чувствительна, и ваши данные это демонстрируют. Элементарная вырубка лесов может быть в каком-то отдаленном месте, может повлиять на приток воды, допустим, в другом районе. Да, так называемый вот карстовый рельеф, рельеф, который содержит пещеры, он очень живой, очень быстро меняется. Иногда бывает так, что источник может работать много лет, даже сотни лет, а потом пересохнуть. Или действительно может так случиться, что какой-то ледник в горах изменил свое положение, стаял. Сейчас тем более все говорят о потеплении. В эпоху потепления климата мы живем. И может достаточно быстро поменяться ситуация, которая приведет к изменению гидрогеологического режима источников. Это нужно тоже знать и учитывать. Не только в хозяйственной деятельности, но и вот в таких бытовые вещи, как просто питьевая вода. Вот. Я уже говорил про сооружения, такие как ГЭС, их тоже нужно строить с учетом всех этих обстоятельств. Мы составляем карты пещер подземные. Мы, конечно, вот сейчас был разговор, какие-то названия даем. И я услышал со стороны Министерства экологии такую правильную, на мой взгляд, позицию, что при названии каких-то объектов на территории Абхазии мы должны это, по крайней мере, согласовывать с правительством, потому что это потом остается на века, эти названия. И могут быть названия, как вот в мировой практике принято, и на русском языке, вот тех людей, которые открыли, и на абхазском языке. У объекта может два названия быть. Вот как у горы Эверест. Есть Эверест и Джомолунгма. Все знают этот объект под двумя именами. Ну, чувствительная тема, да, топонимика. Да. И, конечно же, хочется, когда речь идет о таких мировых открытиях, конечно, чтобы такой элемент национального колорита все-таки там присутствовал. А в целом, что еще вот с туристической точки зрения, если на всю эту историю посмотреть, что это может дать? Вот с точки зрения таких научных экспедиций, научного туризма, это может быть интересно? Можно ли это сделать не то чтобы массовым, но расширить границы этого направления? Ну, я думаю, что, конечно, да, потому что интерес к пещерам, он во всем мире очень велик. И не только из России люди стремятся приехать в пещеры Абхазии для того, чтобы их изучить, но еще и из других стран тоже. Вот. И нас часто спрашивают, когда мы возвращаемся из экспедиции, какая обстановка, как там принимали вас в Абхазии, а могли бы мы поучаствовать. И, конечно, когда вот это передается по каналам дружеской связи, когда люди рассказывают друг другу о том, как они провели экспедицию, это дополнительно мотивирует приехать и других людей. Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что любая экспедиция — это не только пещеры для нас, это еще встречи с людьми, это друзья, которые у нас тут есть. И без их помощи мы, конечно, бы никогда не смогли здесь такую работу проводить. В частности, семья Рауфа Ристау из Адхары нам очень всегда помогает. Мы очень благодарны за эту помощь и всегда рады их видеть. Ну, и они нас тоже, я думаю. Бесспорно, потому что ваше сотрудничество с этой семьей, дружба, наверное, правильно будет сказать, уже не первый год длится. Про то, насколько эти данные полезны для Абхазии, это понятно. А вот для вас, для спелеологов российских, почему эти данные интересны? И для российской стороны, где и как могут быть эти данные применяться, использоваться? Понимание того, как развиваются пещеры и как это сказывается на ландшафте поверхностном, важно, потому что, ну, вот мне довелось как раз быть геоморфологом. Я учился, чтобы этот вопрос изучать. Например, строятся
у нас в России какая-то гидроэлектростанция, но не в таких условиях, как здесь, но в похожих. И иногда бывает, что водохранилище настолько влияет через пещеры на поверхность, что возникают провалы новые, возникают риски при строительстве зданий и сооружений, могут возникнуть даже какие-то катастрофические обрушения уже существующих зданий, если не учесть, как устроен этот подземный мир и как он может влиять на поверхность. Поэтому, конечно, мы понимаем, что эти исследования важны для понимания в таком мировом масштабе, как эталонные какие-то процессы. Ведь пещеры здесь действительно очень большие, самые глубокие в мире, и знать, как они устроены, это значит, можно эти знания использовать и в других местах, не только здесь. Новофонская пещера, наверное, самая знаменитая для туристов, потому что она единственная в своем роде, такая готовая для посещения туристов. Понятно, что туда много было сил и ресурсов Советского Союза вложено. Сейчас сложно представить вот такой проект. Но есть ли потенциал у других пещер, которые могли бы в будущем при наличии ресурсов, финансов, сил, возможностей создать похожие? Я думаю, да. Потому что такого размаха и масштаба объект, конечно, уникален. Но для того, чтобы безопасно принимать туристов, такого объема инвестиций, может быть, и не нужно. Например, многих привлекает как раз возможность побывать в диких пещерах, не на электричке туда приехать, как в Новом Афоне, и там послушать гида, а, например, с каким-то опытным даже местным жителям, проводником, да, проникнуть в какие-то места, где еще было мало людей, увидеть эти нетронутые пещеры. И таких пещер очень много. И я думаю, потенциал как раз не в том, чтобы создавать какие-то крупные и многозатратные объекты, а сеть каких-то небольших, но при этом безопасно оборудованных объектов. Оборудование здесь, в принципе, заключается только в безопасном маршруте, чтобы там не было, допустим, камнепадных участков и так далее. И в том, чтобы проводник мог безопасно группу проводить, чтобы у них был там свет и так далее. Не далеко. Далеко, собственно, и не нужно для того, чтобы человек почувствовал, что такое пещера. Вы рассказывали про случаи, как сельчанин к вам подходил, просил вашей помощи, но если предположить, что какой-то вот объект найден, небольшая пещера, ее оборудовать, да, какой-то там, не знаю, путь небольшой сделать, дорого ли это, вот так, чтобы экономику понимать примерную? Много ли затрат для этого нужно? Мне сложно оценить уровень затрат, потому что очень многое зависит от специфики самого объекта. Вот. Но могу сказать, что работа должна быть как построена. Мы об этом как раз с Министерством экологии вот сейчас говорили с представителями Министерства экологии в том, что информацию о этих объектах спелеологи должны передавать местные органы власти. И тогда они уже смогут помогать местным жителям из вот этих вот находок, данных, да, делать какие-то вот такие вот объекты. Это очень правильная и для нас мотивация, потому что мы же тоже, когда открываем пещеры, когда затрачиваем много усилий на это, хотели бы, чтобы наша работа была востребована. Это придает смысл нашей работе. И мы будем стараться эту информацию передавать в Абхазию Министерство экологии, и уже с помощью вот такого взаимодействия нам, я надеюсь, удастся помочь в том, чтобы была сеть таких небольших, пусть, но эффективных объектов, которые привлекали бы туристов. Я уверена, нашим слушателям интересно, каково это погружение в пещеру, да, вот этот мир, обратный мир, какой труд на это затрачивается. Немного, пользуясь временем, которое у нас остается до конца беседы, расскажите немного про этот мир. Ну, я могу сказать, что человеку всегда свойственно было испытать какие-то новые ощущения. Конечно, в космос полететь могут не все.
Только это тоже единицы. сравнить, Нужно кстати, готовиться. можно и с космос, и спелеология, Да. космонавтика. Можно сравнить с погружениями в океан, когда человек тоже вокруг себя ощущает абсолютно другой мир, где живут совершенно другие существа, которых мы не видим обычно в обычной жизни. Действуют другие законы. И пещеры — это возможность попробовать себя погрузить в абсолютно другой мир, где нет дня и ночи, где звуки совершенно другие, где человек гармонизирует внутри себя внутренний свой мир, потому что вот эта тишина, вот это вот отсутствие внешних раздражителей, работа в небольшой группе, когда все люди, вот они рядом с тобой, и это в совокупности дает возможность что-то в себе еще увидеть, что-то такое, что за суетой вот этой нашей современной жизни иногда люди упускают. Вот. И потом, когда возвращаешься из пещер, когда ты там пробыл не день, не два, а 20 дней, например, прожил, ты по-другому смотришь на многие вещи, как будто с чистого листа. Это помогает потом в жизни преодолевать какие-то сложности, трудности, которые кажутся большими, но с высоты Через вот призму этого опыта уже их преодолеть гораздо проще. А какие-то удивительные истории, которые с вами происходили в абхазских пещерах? Может быть, какие-то ожидания ваши, они не оправдались, наоборот, вы были удивлены, что-то такое интересное, что вспоминается? Вы знаете, всегда один и тот же сценарий, когда такой вопрос задается, как было сложно, какие были обстоятельства, которые были все против нас, но мы смогли их преодолеть, и как все благополучно закончилось. Вот по большому счету, вспоминая все истории, которые происходили, они вот примерно по такому сценарию, но всегда интересно накалом эмоций. И, ну, например, вот сейчас мы благодаря нашему другу Алексею Головину, пилоту вертолета, смогли, мы попали в снег, выпало 1,5 метра снега. Ну, наверное, здесь на побережье были дожди. Ну, похолодание да, ощущаем. похолодание. А вот в горах в это время был сильный ветер, снег, и у нас 2 лагеря оказались изолированы друг от друга. Мы не могли никуда передвигаться. Мы 5 дней просто строили снежные стены вокруг палаток, чтобы не сдуло их ветром. У нас связь была только радиосвязь, ну, иногда можно было поймать какую-то сотовую связь. И вот буквально 2-3 часа хорошей погоды позволили ему очень ювелирно нас вертолетом с гор снять. И вот эти ощущения, когда все на таком пределе, они, конечно, очень хорошо запоминаются и потом в обычной жизни поддерживают людей. Когда они такое преодолевают вместе, они потом становятся настоящими друзьями. Абхазские горы отличаются не только красотой, но и коварностью, как говорят вот знатоки. В чем их коварство? Очень быстро меняется погода, очень быстро может стать вместо солнца холодно, и ветер, и дождь. Но это такой вызов, который и в обычной жизни бывает с человеком, что очень быстро почва из-под ног уходит, какие-то события возникают, которые нужно преодолевать, и это такой тоже опыт. Мы благодарны коварству Абхазских гор, потому что это дает нам возможность расти. И последнее, что я хочу спросить, следующий этап вашей экспедиции когда? Конечно, мы не останавливаемся, мы идем вперед. У нас впереди еще будет много экспедиций, не одна. Следующее уже буквально через 1,5 месяца. Мы в конце года традиционно приезжаем и работаем на Мчиште, в Адхаре, и планируем уже летнюю экспедицию на следующий год. Спасибо, что рассказали о результатах вашей экспедиции. Будем дальше следить за этими исследованиями. Спасибо Удачи вам. за возможность высказаться. Нашим слушателям напомню, у нас в гостях был руководитель экспедиции Российского союза спелеологов на Бзыбский хребет Сергей Левашов. Мы говорили об экспедиции в
Абхазии, о том, какие исследования проводят спелеологи и какие открытия были сделаны за последнее время.